Людмила Валерьевна, добрый день. Добрый день, Максим. Да. Мы с вами находимся сейчас в замечательном, очень красивом центре гимнастическом Ирины Виннер, да, где занимаются наши якутские тоже девочки. И я знаю, что сейчас сборная республики по гимнастике, она готовится к сборам в Ульяновске. Вот можете рассказать немножко про эти сборы, почему они проходят в Ульяновске и кто эти наши будущие звездочки? Наша Федерация по художественной гимнастике большое внимание уделяет качеству подготовки наших спортсменов. И так уж сложилось за все предыдущие годы, мы имеем очень хорошего нашего партнера, Федерацию художественной гимнастики Ульяновской области, которую возглавляет наш бессменный соратник, друг, партнер Татьяна Николаевна Грибкова. Вот мы готовим спортсменок наших к серьезным соревнованиям, к серьезным помостам, к серьезным результатам, но пока на ее площадке. Вот. Значит, в Ульяновске был в прошлом году введен прекрасный дворец художественной гимнастики «Татьяна». Вот. И вот на базе этого спортивного комплекса наши девочки тренируются, живут, учатся. Вот, и достигают высоких результатов. В прошлом году наши 3 спортсменки готовились на базе этого центра и выполнили норматив мастеров спорта Российской Федерации. В этом году мы планируем в ноябре месяце отправить очередную сборную. Их у нас 2, мы их категорируем, дети 2008 года и старше, и вторая сборная 2009 года. 8, как мы их называем, мы их готовим тоже на получение звания мастеров спорта, а 9 наши должны представить нашу республику на очередных играх «Дети Азии», которые, я надеюсь, в 2024 году пройдет в городе Якутске. Правильно ли я понимаю, что в Ульяновске очень хорошая, мощная база, и вот наши девочки, они погружаются в эту историю, да, и это дает им толчок для развития? В Ульяновске создана не просто очень хорошая инфраструктурная, с точки зрения инфраструктуры база. Самое главное ведь в подготовке спортсменок это ведь еще и наличие тренерского состава. Вот мы пока опираемся на это партнерство. Тренеры старшим возрастом, они представляют еще советскую школу подготовки. Вот. И Оксана Николаевна Казанцева, тоже наш бессменный партнер, с Яниной Сергеевной сейчас они занимаются подготовкой наших детей. Занимались и сейчас возьмут еще 2 сборную. Задача федерации – это же не только, наверное, вырастить чемпиона, спортсмена, но, наверное, и подтянуть тренерский состав. Тренерский состав – это прям вот то, что нужно для достижения результата. Ведь если не будет тренеров, детей-то мы наберем, спортсменов-то мы найдем, а вот кто их будет учить? Да, в любом деле всегда нужно чему-то учиться. А когда ты учишься у педагогов высокого класса, конечно, вероятность того, что ты получишь хороший результат, она, вероятно, сильно повышается. Вот поэтому наша федерация уделяет большое внимание формированию тренерского состава. И вот ту работу, которую мы сейчас проводим с нашими старшими детьми, по сути, мы инвестируем в их развитие. Мы сейчас ставку еще делаем на подготовку молодых тренеров, вот с тем, чтобы создать вот эту вот массив тренерской среды, который дальше будет обеспечивать системную работу по как можно большей подготовке и качественной подготовке наших детей. Правильно ли я понимаю, что вот в эту систему подготовки кадров еще и входят целевые места в университете физической культуры и спорта? Обязательно. И здесь я хочу отметить руководство нашей республики, конкретно Сергея Васильевича Местникова, который помогает нам в решении этого вопроса. Мы договорились с республикой о выделении бюджетных целевых мест в институте имени Лесговта. Именно этот институт и кафедра художественной гимнастики является для нас вот сейчас той опорной базой, в которой мы и сейчас готовим, и в будущем планируем готовить наших специалистов. Вот, к примеру, Виктория Андрющенко, первая выпускница, в новейшей, скажем так, истории развития художественной гимнастики, она в этом году вернулась к нам в Якутск и в данное время тренирует сборную республики и является тренером ДЮСШ номер 1 города Якутска. И Мария Шпагина, которая тоже представляет Мирнинскую
женскую школу, она сейчас проходит обучение, учится на 2-м курсе, и в этом году еще поступили 2 воспитанницы Ниренгринской школы гимнастики в этот замечательный институт. Так что вот, да, наши планы, я очень надеюсь, они исполняются, и очень я надеюсь, что в скором времени молодая когорта тренеров пополнит тот базовый состав, который сейчас у нас есть. Наш якутский состав уже представлен сильной командой. Всего сейчас работает 14 тренеров в городах Якутске, Нерюнгри, Покровске, Мирном. Татьяна Кирилловна Шишигина является мастером спорта Советского Союза, и многие наши республиканские тренеры – ее ученицы. Именно эта команда поддерживает сегодня всю систему подготовки наших гимнасток у нас в республике. И, конечно же, нам важно сохранить ее как базу и дополняя каждый год все новыми и новыми кадрами. Вы уже упомянули и Якутск, и Нерюнгри, и Мирный. Насколько художественная гимнастика востребована у нас в республике? Насколько якутяне хотят отдавать туда своих детей? Вы знаете, здесь, наверное, заслуга больше принадлежит Федерации художественной гимнастики нашей страны и, конечно же, заслуженному тренеру Ирине Александровне Винер. Вот то, что делают они, нам очень сильно регионам облегчает задачу маркетирования спорта, да, потому что, скажите мне, кто не знает художественную гимнастику? Мне кажется, просто нет в нашей стране, да и в мире такого человека. А кто не знает Алину Кабаеву? Знают все. А кто сейчас не знает сестер Авериных? Знают все. И вот, понимаете, вот нам не нужно прилагать каких-то дополнительных усилий в продвижении спорта, потому что спорт сегодня популярен. И наша задача просто на местах создавать инфраструктуру, обеспечивать качественный тренерский состав и, конечно, добиваться вопросов финансирования, чтобы вся эта система и в регионах тоже заработала, и в массе своей составила такой, большую систему развития художественной гимнастики у нас в целом по стране. Поэтому спорт очень популярный. Родители с охотой отдают детей, и в данном случае еще не парный спорт, поэтому и в этом смысле тоже легче. Потом глобальные тренды, здоровый образ жизни и так далее. Да, сейчас дети очень много проводят времени за компьютерами, за столом, и поэтому мне кажется, что любой родитель, который заботится о гармоничном развитии своего ребенка, он должен выбирать какой-то из видов спорта, но в данном случае то, что мы делаем, мне кажется, для девочек нашей республики очень подходящий вид. И более того, я разговариваю с руководством нашей республики на тему, чтобы как у нас для мужчин вольная борьба и бокс, такие базовые виды спорта, да, сейчас стрельба уже начинает тоже активно продвигаться в массы, то очень хочется, чтобы художественная гимнастика стала таким же базовым видом спорта для наших девочек. Планируете ли расширять географию районов, где будет развиваться художественная гимнастика? Мы очень в этом заинтересованы, и при каждом удобном случае мы это заявляем. Хотим быть услышаны местными властями, чтобы они поддержали наши инициативы и развивали художественную гимнастику у себя в Улусе. К тем 3 точкам, где гимнастика сейчас развивается, я бы еще добавила Хангаласский улус и Нюрбинский улус, где сейчас идет подготовка детей. Есть у нас тренеры, местные энтузиасты, которые посчитали сами для себя необходимым развивать этот красивейший вид спорта в Улусе. И мы полагаем, что таким образом дети получают возможность заниматься гимнастикой, и кто знает, а может быть и среди них-то и мы когда-нибудь найдем чемпионку, олимпийскую чемпионку, о которой так мечтаем все. Интересно, есть вопрос, как идет отбор в сборную? Мы очень скрупулезно подходим к этому вопросу вместе с теми планами стратегического развития, которые мы как федерация строим. Я очень заинтересована в развитии массовости. Массовость нам позволяет сделать тот выбор того ограниченного количества девочек, которые идут в большой спорт и будут представлять сборную нашей республики. Во-первых, у нас проходят соревнования, где старший состав тренеров, с ульяновскими тренерами
тренерами всегда просматривают девочек. Есть определенные критерии выбора, ну, как бы сами понимаете, да, спортивные критерии выбора, вот, уровень подготовленности, опять же, характер тоже не на самом последнем месте стоит, вот, а потом мы делаем отборочные встречи, когда девочки демонстрируют свое мастерство, и уже тренерский состав, он уже выбирает, кого определять в сборную. Но сама специфика спорта, она тоже выстраивается по определенным критериям. И здесь одним, ну, как бы важным критерием год рождения является. И поэтому вот так и получается, что мы формируем команды прицельно годам рождения. То есть смотрим девочек 9-го года рождения, смотрим девочек 8-го года рождения. Вот. И вот еще раз повторюсь, чем больше будет у нас охват, тем вероятность найти нашу Алину Кабаеву. Да, больше. Вот. Мы сегодня здесь с вами в Москве, и здесь тоже же есть якутяночки, наши начинающие звездочки. Да. Можете про них немножко рассказать, Да. которые живут и занимаются в столице? Вот художественная гимнастика делится на две части. Да? Есть групповая команда и есть личницы. Вот так уж получилось, что личницы, они тренируются здесь, в Москве. Мы это только приветствуем, мы поддерживаем отношения с Центром подготовки имени Ирины Александровны Виннер. Вот. Есть у нас тренеры базовые, которые работают с нашей федерацией, вот. И у них же и тренируются наши дети. Вот, к примеру, Валерия Павловна Шкрет. Сейчас у ней тренируются 4 наших девочки. И, конечно, лидер нашей команды Зарина Борисова – это вот результат ее труда, плод ее усилий. Вот. Зарина у нас в этом году хорошо выступила на Детях Азии, она заняла 5-е место в личном зачете. Вот. В этом году приехали 2 девочки из Якутска. Ну и Даша Христофорова у нас тренируется у другого тренера, у Олеси Петровой. Если говорить про сотрудничество с Федерацией Российской, да, какие, может быть, у нас есть планы? Да, или, может быть, с какими просьбами мы выходим на Российскую Федерацию? У нас не решен пока один главный вопрос, вопрос старшего тренера. Ведь, сами понимаете, в любом сообществе есть лидер. Но если сегодня возглавляю федерацию я, то я при всем своем желании не могу научить детей спорту, потому что этим должны заниматься профессионально те люди, у которых есть компетенции, знания, там, опыт и так далее. И вот я давно ставлю перед собой эту задачу найти старшего тренера, чтобы как можно больше времени детей тренировали у себя дома. Вот. Потому что иногда бывает сложно родителям принять решение отпустить ребенка за пределы. Понимаете, поэтому всегда всем удобно, когда тренировочный процесс, он идет дома, рядом с родителями, там, да, и так далее. Вот. И мы вышли на Ирину Александровну с просьбой помочь нам в решении этого вопроса. Ушло соответствующее ходатайство главы региона. Ну вот ждем решения, очень надеемся, что Ирина Александровна нам поможет, потому что этот вопрос только она, наверное, сможет решить нынче. Людмила Валерьевна, резюмируйте, пожалуйста, что для вас, как для главы Федерации художественной гимнастики Якутии, сейчас самое важное? Федерация будет продолжать свою системную и последовательную работу в решении нескольких задач следующих. Но первое – это все-таки формирование тренерской команды, большой, хорошей, сильной. Мы это будем делать и самостоятельно, и, конечно, очень сильно рассчитываем на помощь нашей Всероссийской Федерации и нашей ульяновской базы партнеров. Вторая задача – это качественная подготовка спортсменов. Эта задача зависит от желания самих спортсменов, от их амбиций и от качественной работы того же тренерского состава. Третья задача – это вопросы развития инфраструктуры. Очень специфический вид спорта, который требует помещения определенных стандартов, как, например, высота потолков не ниже 13-14 метров. И поэтому мы последовательно работаем с региональными властями по поддержанию и созданию специализированной инфраструктуры. Ну и, конечно, плох тот солдат, который не мечтает быть генералом. И мы тоже, наша федерация мечтает, что в нашей республике появится своя олимпийская чемпионка. Мы работаем на достижение этой стратегической цели.
Вы уже начали говорить про родителей, да, Мгм. и про девочек. Общаетесь ли вы с родителями? И, может быть, ваши пожелания какие-то и им, и нашим спортсменкам? Я приверженец вот этой вот тройственной связи, когда и тренер, и ребенок, и родитель, они работают вместе над развитием, да, ребенка. Вот только такая тройственность может, мне кажется, преодолеть все те трудности, которые возникают на пути к достижению цели. Ведь не бывает все так гладко, все хорошо. Все равно какие-то всегда бывают какие-то проблемы, что-то вот не учли. И вот когда все втроем понимают, что делать, как идти, вот всегда легче преодолевать эти препятствия на пути. Поэтому это обязательно должен быть тройственный союз. Вот, не знаю, я так думаю. Спасибо вам за прекрасную беседу. И будем ждать нашу якутскую чемпионку. Спасибо, спасибо большое.